Открывая так называемый музей культуры Великой Шелковой стены в районе Лопнур, оккупационный режим КПК пытается скрыть историю оккупации Восточного Туркестана и показать турецкую и исламскую землю Восточного Туркестана как часть Китая с незапамятных времен, выдвигая заблуждение, что руины Туры и стены в Восточном Туркестане являются продолжением Великой Китайской стены на материковой части Китая. Как сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, так называемый культурный музей Великой Шелковой стены, открывшийся 29 декабря в Лопнуре, имеет общую площадь 5000 квадратных метров. Его экстерьер построен в виде древней башни Тура, а также выставлено более 600 культурных артефактов. Знаменитая Великая Китайская стена была построена китайцами в истории для предотвращения нападений гуннов и упоминалась в устах народа как символ страха. Китайские источники, официальные учебники и сопутствующие материалы утверждают, что Великая Китайская стена простирается от Шанхая до Гансю. В эксклюзивном интервью службе новостей ООН комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк вообще не упомянул уйгуров, не говоря уже об осуждении Китая за геноцид, подводя итоги правозащитной работы самого важного правозащитного органа в мире в 2023 году. В ходе интервью Тюрк подчеркнул жизненно важную подотчетность в урегулировании конфликтов во всем мире, отметив, что это фундаментально недостающее звено, которое увековечивает цикл насилия. Ссылаясь на недавний кровавый цикл израильско-палестинского конфликта, он сказал: «Крайне важно, чтобы привлечение к ответственности было частью любого будущего соглашения, потому что мы знаем, что если будет царить безнаказанность, если не будет сказана правда, недовольство будет продолжаться». Вместо того, чтобы осудить Китай за геноцид уйгуров, комиссар ООН по правам человека специально забыл упомянуть уйгуров. США продолжают ограничивать доступ Китая к технологиям генеративного ИИ. США попросили голландского производителя микросхем ASML прекратить поставки в Китай. Нидерланды также отозвали у компании некоторые экспортные разрешения. По словам источников, знакомых с этим вопросом, администрация Байдена попросила голландскую ASML не осуществлять некоторые поставки в Китай за несколько недель до начала ограничений в январе. Лидер Тайваня Цай Инвэнь в своем новогоднем послании ответила на заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что воссоединение Китая с Тайванем неизбежно. Цай подчеркнула, что демократия является главным принципом в ее отношениях с Китаем. Президентские и парламентские выборы на демократически управляемом Тайване состоятся 13 января. Китай сигнализирует о сближении с Северной Кореей, которая недавно предприняла шаги по эскалации напряженности на Корейском полуострове с помощью своей ядерной программы, испытаний управляемых ракет и запусков спутников-шпионов. Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявили в своих новогодних поздравлениях, что 2024 год является годом дружбы между двумя странами, сообщает Синьхуа. Китай, который является одной из самых густонаселенных стран в мире с населением около 1,5 миллиарда человек, положил конец своей политике, которая препятствовала деторождению в прошлом. В настоящее время правительство просит женщин иметь больше детей. По данным Wall Street Journal, председатель КНР Си Цзиньпин и правительственные чиновники попросили женщин увеличить количество детей, чтобы увеличить население великой державы.